Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы продолжаем нашу экскурсию из цикла «7 дней с музеем». Я, директор Музея истории города Якутска Екатерина Строгова, расскажу вам об очередной неочевидной достопримечательности. Мы идем с вами по улице Федора Попова и подходим к зданию городской библиотеки имени Белинского. Все, кто посещает эту библиотеку, знают, какая-то замечательная библиотека с огромным, богатейшим фондом книжным, какую замечательную, интересную работу и прекрасные мероприятия проводят сотрудники этой библиотеки, очень творческие люди. Но история этой библиотеки, она еще интереснее. Жители города Якутска вообще были люди очень, ну, как бы сейчас сказали, наверное, продвинутые. Довольно рано простое население города, мещане, крестьяне, которые селились в городе, другие жители города стали интересоваться книгами. И уже в 1843 году появилась в городе первая частная общедоступная библиотека. Еще через 20 лет появилась еще одна общедоступная частная библиотека. Конечно, частные предприятия, они восполняли потребность жителей города, которые очень хотели читать классическую литературу, которые очень хотели получать современную тогда им прессу. Они вот отвечали этим потребностям, но в то же время их усилий было, конечно, недостаточно. Интерес к чтению подогревало также и развитие книжной торговли в Якутске. Самым известным торговцем, наверное, был Игумнов, дом и магазин которого располагался на углу улиц Кирова и Ярославского. Вот там, где сейчас стоит здание Илтумена. Вот. И вот этот весь интерес, эта потребность горожан привела к тому, что в 1889 году при содействии епископа Якутского и Вилюйского Иакова была открыта первая городская публичная библиотека. Сначала эта библиотека была очень маленькая, и фонд ее составлял всего 300 книжек. Вот. Первое помещение публичной библиотеки, которое было выделено этой библиотеке, находилось в одной из лавок гостиного двора. Вот и знаменитый наш художник Пантелеймон Попов, он изобразил вот так вот расположение. Вы можете увидеть, что в соседних лавках располагается городская библиотека и музей. Ну вот, по-видимому, вот это только что зародившийся музей и недавно зародившаяся библиотека, видимо, эта традиция оказалась генетически заложена, поскольку и сейчас городская библиотека имени Белинского и городской музей, мы очень тесно дружим, проводим совместные мероприятия. Вот такое помещение. Интерес к чтению у жителей города Якутска продолжал оставаться высоким. Через 30 лет после своего основания, мы помним, было всего 300 книжек в этот момент, уже через 30 лет фонд библиотеки составлял 15 тысяч экземпляров самой разнородной литературы. В 1911 году для публичной библиотеки было построено вот это замечательное здание. Ну, я думаю, наверное, многие помнят, что это здание, оно строилось поистине на народные деньги. Собирали деньги на строительство здания для библиотеки и музея по подписке. Вносили деньги жители города, сам губернатор Иван Иванович Крафт внес 1500 рублей личных сбережений в строительство этой библиотеки. Открытие здания библиотеки и музея было прямо настоящим праздником.
Вот. Что интересно, что библиотека сразу практически стала проводить исследования круга своих читателей, исследования потребностей своих читателей. Вот, читателями библиотеки было практически все население города. Представители самых разных сословий, крестьяне, мещане, казаки, ссыльные, представители духовенства, чиновничества. Большой интерес проявляли студенты учебных заведений, которые были в городе Якутске. Но, с другой стороны, эти исследования, они показывали, что все-таки представители высших сословий, высших слоев духовенства, дворянства, состоятельные чиновники, они редко пользовались услугами библиотеки, вероятнее всего потому, что они имели дома собственные книжные собрания, которые тогда, в общем-то, были в порядке вещей. Вот. После постройки в 1911 году вот этого замечательного здания отменили оплату за пользование библиотекой. Вот с момента своего открытия до 1912, извините, года пользование библиотекой было платным и составляло 5 рублей в год. Вот так, если раскидать, кажется, сумма совсем небольшая, но тем не менее, видимо, она была для многих людей значительной, поскольку после отмены оплаты среди читателей резко возросло количество именно учащейся молодежи, которые стали активно посещать библиотеку. Библиотека выписывала практически все существующие на тот момент в России периодические издания, что позволяло вот жителям Якутска знакомиться с тем, что происходит в отдаленных от нее районах страны, в центральных районах страны. В то же время библиотека способствовала также и аккумуляции местных периодических изданий, и вот жители могли тоже себе позволить спокойно прийти и полистать какие-то издания, которые выпускались здесь в Якутске. А в те времена в Якутске выпускалось тоже довольно много газет и журналы. Ну, правда, журналы как-то вот долго не заживались, они друг друга сменяли. А вот газеты, например, знаменитое издание «Якутский край», оно просуществовало достаточно долго и представляет собой сейчас довольно ценный источник по истории Якутска, вот как раз начала 20-го столетия. Такой, знаете, как говорят, истории повседневности Якутска этого периода. Вот когда я стала знакомиться с историей городской библиотеки, у меня родилось два вопроса. Первый вопрос был, каким образом вдруг вот это здание, которое было построено для городской библиотеки, вдруг оказалось в ведении республиканской библиотеки, казалось бы, совершенно другого субъекта. И куда делась на тот момент городская библиотека? И второй вопрос появился: если городская библиотека в какой-то момент исчезла и превратилась в республиканскую, то тогда каким образом городская библиотека снова возродилась к жизни и вот выросла до такого замечательного учреждения, каким оно является сейчас? С большим трудом, но я нашла ответ на свой первый вопрос. Оказывается, превращение, значит, городской библиотеки в республиканскую, в национальную библиотеку происходило в несколько этапов. Сначала в 2020 году Якутская городская публичная библиотека была переименована как раз вот в республиканскую библиотеку.
И в 1925 году на специальном, посвященном вопросам библиотек в республике совещании Совета народных комиссаров ЯССР, она была уже признана вот, большой, республиканской основной библиотекой, и, соответственно, и здания, и фонды, имеющиеся, они остались в ведении республиканской, а ныне национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. А вот ответа на свой второй вопрос, каким образом и когда снова появилась в Якутске городская библиотека, я, к сожалению, до сих пор не нашла. Ну, думаю, что это повод для дальнейшей специальной работы и, может быть, какой-то следующей интересной статьи или экскурсии. Еще раз напоминаю, что если у вас появляются какие-то вопросы, какое-то мнение, может быть, какие-то интересные истории или воспоминания, связанные с теми объектами, о которых мы рассказываем, вы всегда можете написать нам в комментариях, и на имеющиеся вопросы мы постараемся ответить. А теперь мы двигаемся дальше, теперь уже по улице Лермонтова.